Строительство полигона в селе Кацикыт Гулрыбского района началось в октябре 2021 года в рамках инвестпрограммы. О проделанной работе главе государства доложил начальник УКС Тимур Агарба. Финансирование мероприятия было распределено на 2 года. На текущий момент завершается первый этап строительных работ. На полигоне площадью 12 гектаров уже обустроен котлован для отходов. Установлена сортировочная линия, которая будет сортировать около 215 тысяч кубов мусора в год. Сортированный мусор подается на прессовочную ленту, там он прессуется, и это уже вторичное сырье, которое можно будет реализовывать, предприятие, которое будет здесь работать, но его будет. Все остальное подается вот на 2 ленты, под лентами будут стоять грузовые автомобили, которые будут свозить на котлован. Это все органика, которая будет в котловане прессоваться тоже бульдозерами, катками. В принципе, весь процесс, весь цикл такой. 12 человек внутри контейнера работает, 12 постов на самом предприятии. Внутри этого предприятия там до 25 человек должно работать, чтобы его обслуживать. Это водители, операторы, там, управляющие и так далее. Приблизительно на 5 лет котлован первый нам хватает. Потом в следующей карте надо будет расширять котлованы, то есть следующим этапом еще один. В год у нас сколько? 215 тысяч. Это то, что может обработать эта сортировочная линия. Ориентировочно такой же объем мусора у нас и в Гулрыбще, и в Сухуми, но так как сортироваться этот мусор будет, и процентов 25 всего будет попадать на котлован. Остальное все будет прессоваться и вторичное. Этого котлована одного хватит на При 5 правильной лет. сортировке первый котлован хватит на 5 лет. Уже года через 4 надо будет начинать второй котлован. Весь вот этот комплекс у нас изначально стоил 112, но после пересчета в 2022 году 136 миллионов стоимость этого объекта. На втором этапе планируется строительство очистных сооружений. Оборудование производят в Подмосковье. Примерно через 3 месяца оно будет на месте, после чего приступят к монтажу. Вдоль котлована уложены дренажные трубы, по которым будет поступать вся сточная вода. 12 человек будут сортировать мусор, извлекая из него фракции металла, пластика, бумаги, стекла. Затем органические отходы, которые будут сбрасываться в котлован и утрамбовываться. Когда котлован заполнится, будет произведена рекультивация земель. Далее в администрации Гулрыбского района состоялось совещание президента с активом района. С докладом о деятельности администрации района за первое полугодие выступил глава администрации Саид Харазия. Доходная часть бюджета района за отчетный период выполнена на 104%. При плане 116 миллионов рублей фактические поступления составили 120 миллионов. Из них собственные доходы 43 миллиона рублей. При плане 39 миллионов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление собственных доходов увеличилось на 5 миллионов 350 тысяч рублей, или 14%. За второй квартал исполнение составило 110%, при плане 20 миллионов 500 тысяч рублей. Фактическое поступление составило 22 миллиона 700 тысяч рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года около 3 миллионов, или 15%. Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета является подоходный налог, удельный вес которого составляет 56%. За первое полугодие 2023 года было поступление в виде дотаций из республиканского бюджета в сумме 25 миллионов 700 тысяч рублей. При плановом показателе 24 миллиона 900 тысяч рублей, или 103%. И субсидий 48 миллионов 40 тысяч рублей. При плане 48 миллионов 245 тысяч рублей, или 99%. Также было поступление из резервного фонда президента на сумму 350 тысяч рублей для оказания материальной помощи гражданам, домовладения которых пострадали в результате стихийного бедствия к концу 2022 года. 5 семьям по 70 тысяч рублей. А также из резервного фонда Кабинета министров в сумме 3 миллиона 538 тысяч рублей. 3 миллиона на приобретение 2 единиц спецтехники для нужд ЖКХ. 538 тысяч для покупки насосов.
Расходная часть бюджета выполнена более чем на 94%. При плане в 128 миллионов рублей израсходовано более 121 миллиона, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные расходы приходятся на образование – порядка 45% от общей суммы. Саид Харази рассказал, что до войны в Гулрыбском районе функционировало 13 объектов санаторно-курортного назначения различной категории. В настоящее время восстановлен и функционирует только один объект. Произведена реконструкция бывшего дома отдыха Совета министров Абхазской ССР. 4 объекта на стадии проектирования: дом отдыха «Лазурь», дом отдыха «Тольятти», дом отдыха МВД, пансионат «Агудзера». В последнее время наблюдается тенденция на увеличение обращений граждан по вопросу выделения земельных участков под строительство объектов санаторно-курортного назначения. Администрацией Гулрыбского района представлены под эти цели земельные участки площадью 17,5 гектаров 19 юридическим лицам. Введены в эксплуатацию 3 объекта. На стадии проектирования и строительства 10 объектов. Особое внимание в районе приковано к вопросам реконструкции аэропорта. Открытие аэропорта придаст импульс и внесет существенное развитие национальной экономики, туризма, сельского хозяйства и других сфер жизни как района, так и республики в целом. В течение первого полугодия в районе была проведена работа по расчистке линии электропередачи протяженностью 50 километров. Заменены 35 рубильников, восстановлены высоковольтные кабели, заменены на железобетонные 143 деревянные опоры. Было установлено дополнительно 11 трансформаторов, заменено 15 сгоревших трансформаторов. Как сообщил начальник РЭС Гулрыбского района Зураб Ханагуа, за последние 6 месяцев было установлено 132 прибора учета электроэнергии. Президент подчеркнул, что ситуация с собираемостью платежей за электроэнергию должна измениться, и подвел итоги совещания. Я внимательно слушал выступающих. У меня были материалы, я с ними ознакомился, прежде чем сюда приехать. Видно, что работа продолжается, есть определенная динамика, но я исхожу из того, что нам необходимо нашей работе придать дополнительный импульс, потому как и у района, и у республики в целом есть потенциал, который не раскрыт. Потенциал он может остаться нераскрытым, если не приложить должное, нужное усилие для его раскрытия. Что я имею в виду? Вот выступал начальник налоговой инспекции, и вот вы называли цифры о том, что налоговые поступления и в прошлом году, и в этом году, вы сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, есть сверхплановые доходы. И это, конечно, хорошо. Но нам нужны другие результаты. Вот глава района информировал, мы обсуждали, конечно же, Гулрыбский район имеет колоссальные возможности. Как свидетельствует статистика, в районе проживало 55 тысяч жителей до военный период. Сейчас проживает что-то около 18 тысяч жителей. И тут один из самых высоких процентов занятости по всей Абхазии. Ну и продукция сельского хозяйства, которая производилась или выращивалась в советский период, и то, что делается сегодня, там цифры очень существенным образом разнятся. Те же цитрусовые объемы в советский период были в 2 раза больше. Это говорит о том, что у нас есть куда расти. Мы в эту отрасль должны привлекать инвестиции. Мы занимаемся тем, что пытаемся поддерживать сельскохозяйственную отрасль. Государственный бюджет на эти виды работ имеет определенные, скажем так, цифры. По-моему, даже в вашем районе на 8 миллионов рублей, да, отобраны программы. Это программа, которую реализует Министерство сельского хозяйства. Конечно, это хорошо, потому что такого не было. Но этого очень мало, коллеги. Этого очень и очень мало. Нам необходимо думать над тем, вот Гулрыбский район – это маленькая Абхазия. У нас примерно везде такие проблемы. А особенность Гулрыбского района еще состоит в том, что он, наверное, в большей степени, чем любой другой район, интернационален. Хотя бы в Гагре, наверное, то же самое. Я считаю, что это плюс. А вот как нам сделать так, чтобы наши возможности
были больше, как нашим возможностям расшириться. Самая главная задача, которая стоит у руководства страны, это обеспечить, первая и самая главная задача, это обеспечить безопасность наших граждан в самом широком смысле этого слова, начиная от военной безопасности. Как это сделать, не имея на то соответствующие возможности экономические? Поэтому мы можем долго говорить, мы можем, скажем так, обсуждать разные проблемы, и в конечном итоге решение большинства проблем, и не только проблем безопасности, социально-экономических проблем, социальных проблем, будут упираться в то, что не хватает денег в бюджете. Поэтому параллельно вот эти вопросы нам необходимо решать. Обеспечение безопасности государства и решение экономических вопросов. Президент напомнил, что по его инициативе и поручению правительством подготовлена программа развития туристической отрасли, однако она нуждается в поддержке граждан. Риски для инвестора имеются, и они понятны, но нужно сделать все, чтобы их минимизировать, подчеркнул Аслан Бжани. Это было первое выездное совещание президента в этом году с активом района по подведению итогов деятельности администрации за первое полугодие текущего года. Глава государства проведет аналогичные встречи и с активами других районов Абхазии. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.